Здравствуйте. Журналистика в России появилась в начале XVIII века с момента создания печатной газеты «Ведомости». Она начала выпускаться в 1703 году. И эта газета была основана на указе Петра I. На ее страницах рассказывалось о ведении военных действий в ходе Северной войны, а позже о развитии промышленности и торговли, о событиях, которые происходили в стране и в мире. 2 веками позже появилась первая осетинская газета «Ирон-газет». И с этого времени отчитывается летопись национальной журналистики Осетии. Все эти годы журналистика Осетии росла, крепла как живой организм, осваивала новые формы, трансформировалась, приноравливалась к требованиям нового времени, но при этом сохранила свой национальный колорит, сдержанность форм, высказываний и внешнего вида. В истории осетинской журналистики вписаны многие яркие имена: Коста Хитагуров, Инал Кануков, Цома Гадиев, Георгий Цаголов, Ахмед Цариков, чуть позже Нафиджу Сойта, Генри Кусов, Шамиль Джикаев. И это далеко не все. Сегодня мы вспомним тех, кто стоял у истоков, расскажем о тех, кто продолжает этот славный путь, а еще ответим на вопросы, которые ставит перед журналистикой Осетии будущее. Для этого мы пригласили в студию наших гостей. И сегодня у нас в студии Сергей Томаев, Батрас Кучиев, Джульетта Калагова, Юрий Фидаров и Вадим Токсаров. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну и прежде чем мы приступим с вами к беседе, я предлагаю вспомнить тех, кто стоял у истоков печатной журналистики. Вначале было слово, и в какой форме, в какой печатной форме оно было облачено в Осетии, мы сейчас и увидим. Пожалуйста. 8 февраля 1860 год. Указом Александра II образована новая единица Российской империи – Терская область с административным центром во Владикавказе. С этого момента жизнь местного населения, которое к тому же только пережило Кавказскую войну, налаживается. Строятся общественные здания, предприятия торговли и промышленности, школы и просветительские организации. Поднимаются в культурном развитии и сами народы Терека. Так, область, объединившая большие территории горцев и казаков, стала остро нуждаться в своем печатном органе. До этого были приказы, печаталось войсковым штабом Терской области, приказы по военным частям распределялись. А здесь уже другая гражданская администрация была, и надо было их освещать. То есть цель была одна – это в первую очередь довести до населения, до чиновников официальные распоряжения. И вторая – это чтобы в газете публиковались какие-то новости, какие-то информация об этой Терской области. Потому что это тоже было новое образование, которое надо было изучать, какие народы тут живут, такие информации, что была. В январе 1867 года начальник Терской области генерал Михаил Лорис Меликов впервые написал доклад наместнику Кавказу, в котором писал, что Терская область остро нуждается в местном официальном органе. Он также отмечал, что необходимость в издании местных ведомостей предусмотрена законом. Начал обсуждаться вопрос, как это все организовать. Шли переговоры с начальством, то есть надо было еще разрешение спрашивать, обосновать, что это важно, как это технически будет осуществлено, потому что не было, допустим, специалистов, которые бы печатали газету, не было бы, которые, как сейчас, журналисты, их не было еще. Вообще в то время журналист – это был человек, который записывал в журнал входящие и исходящие документы. Вот он назывался журналистом, не то, что сейчас. А то, что сейчас в газете «Кто», это корреспондент назывался. Так вот, и тогда было решено так, что нашли изыскали средства, и задействовать, типография была небольшая, это штаба Терской области, войск Терской области. На базе этого был осуществлен выпуск газеты начат. Усилия Лорис Меликова увенчались успехом только через год, когда 1 января 1868 года в свет вышел первый номер газеты «Терские ведомости». Она издавалась один раз в неделю в крупном формате. Сам тираж же колебался от 400 до 500 экземпляров. Как и большинство губернских и областных изданий тех лет, Терские ведомости состояли из 2 частей.
В официальной местных жителей информировали о распоряжениях и приказах высшего и местного начальства. В неофициально печатали сообщения телеграфных агентств, местные известия, статьи по географии, истории, этнографии и криминальная хроника. Особый интерес читателей вызывали театральные заметки. Помимо этого публиковались объявления о продаже и покупке, о пропавших и найденных вещах, а также о розыске наследников. Как правило, новости с места давались, писали или учителя, или чиновники, которые работали вот в этих местах. То есть они описывали, допустим, что-то произошло, и они это описали. Или он специально там поизучал, там, допустим, местность или народ, который там живет, и это все грамотно описал. Редактором издания стал адык по национальности Адиль Гирей Кешев. Историки отмечают, это был один из образованнейших людей своего времени, талантливый публицист и писатель. К тому же прекрасный знаток жизни горцев. Именно поэтому терская администрация доверила ему редактирование главной газеты области. Особое внимание он уделял вопросам общественно-политической и экономической жизни, этнографии и библиографии. Газета, конечно, «Терские ведомости» – это была государственная газета, и она не ставила целью зарабатывать на этом. То есть, хотя как бы поощрялось, что если получается, то можно прибыль какую-то получить на развитие газеты. И там публиковались еще объявления частные, там врачи, гостиницы объявляют, что открылась гостиница. Вот такие частные объявления были. За долгие годы в терских ведомостях сменилось много редакторов. Один из них – Евгений Максимов. При нем газета носила проправительственный характер. Осетинские общественники выступали против такого направления и боролись за правдивое освещение жизни и быта горцев. Костахи Тагуров назвал главный орган области мерзким, а перо редактора – разбойничьим. Немаловажный след в истории газеты оставил этнограф и историк Григорий Абрамович Вертепов. Он возглавлял «Ведомости» с 1897 по 1905 годы. Благодаря нему в июне 1899 редакция вместе с типографией переехали в новое здание на улице Сергеевской, ныне Тамаева, где оставались до 1918 года. Вслед за терскими ведомостями стали появляться и частные издания. Одним из таких стала общественно-политическая газета «Терек». Первый номер вышел 28 июля 1882 года. Редактором был назначен Ипполит Веру, однако уже через 2 года она была закрыта. Официальной причины нет, но историки предполагают, что сделали это по цензурным соображениям. Следующее частное издание во Владикавказе появилось только спустя 11 лет. Газеты начали в основном уже частные появляться в 80-х годах 19 века, там ближе, когда больше людей грамотных стало, больше людей стали выписывать газеты, издания какие-то. И вот тогда это и пошло. Ну и сам Владикавказ больше стал развиваться, и больше стало частных объявлений. И вот один из издателей частной газеты, это был Казаров, который с этого зарабатывал. То есть в 80-х годах выходила газета «Терек», потом она закрылась, потом снова открылась и уже долго дальше выходила. Новая газета, но уже под названием «Казбек», вышла в свет в декабре 1895 года. Типография находилась в здании нынешнего музея истории Владикавказа по улице Кирова. Оно было построено для Сергея Иосифовича Казарова. Историки рассказывают, сам он вырос в небогатой многодетной семье. Будучи целеустремленным и трудолюбивым человеком, ему удалось выкупить права и запустить газету. В издании печатались такие писатели, как Георгий Цаголов, Григорий Засохов, Харитон Уруймагов, Костахи Тагуров, Виктор Дубянский. В начале февраля выпуск «Казбека» был приостановлен распоряжением временного генерал-губернатора и вновь запущен в конце того же месяца под первоначальным наименованием «Терек». Проблема еще была в том, что все номера, печатные издания, и книги, журналы, и газеты, они проходили цензуру на тот момент. В каждом номере есть подпись, посмотрено цензором и так далее. И часто за критику каких-то действий властей газеты закрывались. И поэтому их приходилось открывать под другим названием. В
1909 году во вновь открывшемся телеке начал работать русский революционер и политический деятель Сергей Киров. Он написал более 1200 статей за право народов России на развитие своей национальной культуры. В редакции газеты также трудилась его будущая супруга Мария Львовна Маркус, после женитьбы с которой они проживали в доме на Лебедевском переулке, ныне улица Вахтангова. В последующем Киров стал литературным сотрудником и заведующим отделом. И вообще вот как бы его деятельность в газете почти не изучена, потому что как бы это все заслонило его революционную деятельность, и как бы это не изучали. И в реальности мы мало что знаем, как непосредственно он работал в газете. А он, ну, как обычный журналист, работа, никто особо на него тогда не обращал внимания, ну, может, кроме полиции, которая следила за ним. А так он был и активно, он участвовал в общественной жизни Владикавказа, во многих как бы, мероприятиях. В 1917 году газета была переименована в «Красное знамя» и стала органом Владикавказской большевистской организации. Сергей Киров возглавлял редакцию газеты до 1918 года. Это фото всех сотрудников редакции и типографии газеты «Терек». Все, кто тут работали. Вот сам издатель Казаров, вот Киров. Вот он немножко по-другому выглядит, не как мы потом привыкли его выглядеть. А мальчики – это те, кто разносили газеты по улицам и продавали их. То есть тогда же еще не было вот такой почты доставки. И вот очень много вот по улицам ходили и продавали газеты. Вот они. А в основном, и вот эти все, это были вот технические работники, занятые именно вот самой печатанием газеты. Потому что это было очень трудоемко. Вот этот шрифт, вот одна буква, то есть вот это одна буква. Надо было все это выставить вот так вот в такие, по размеру газеты. То есть они выставляются. Все, что вот в газете потом появляется. На протяжении всего этого времени не переставали издаваться и другие частные газеты. Однако большая их часть не просуществовала и полугода. Некоторые закрывали даже после первого номера, как издание «Искра». Второй номер был арестован, так и не успев выйти в свет. Долго не просуществовала и первая газета на осетинском языке «Ирон Газет». Ее закрыли после 9-го номера. Несмотря на это, она успела оставить важный след в истории печати Осетии. Читатели любили ее за статьи, в которых авторы, не боясь, обличали терскую администрацию, боролись за подъем национальной культуры и дружбы между народами. Там участвовало очень много людей. Среди них, конечно же, надо зафиксировать таких людей, как классик нашей литературы Цумагадьев, другие его соратники. Редактором был избран Бутаев. И вот первые номера были посвящены самым различным аспектам тогдашней жизни. И хотя грамотных людей в то время было не так много, но эта газета обратила на себя внимание тем, что они почти что захватили в своих материалах многогранную жизнь того общества. Историки отмечают, газета призывала граждан к революционной деятельности. По этой причине 20 августа 1906 года по приказу администрации она была закрыта. У хорошей газеты всегда бывает хорошее продолжение, потому что вслед за этим наши просветители, писатели взялись за продолжение этого благородного дела. Например, Арсен Коцой выпустил журнал «Вшир», «Колос» в городе Тбилиси. Через 2 года Елбаждыко Бритаев выпустил журнал «Хуртен», «Луч солнца» в Петербурге. Потом один за другим стали выходить другие издания, например, газета «Хабар». В 1917 году началась Октябрьская революция, переросшая в гражданскую войну.
В результате победы большевиков на большей части бывшей империи установилась советская власть. Параллельно с этим начинается новый период развития осетинской печати. В апреле 1920 года в Северной Осетии, которая только вошла в Горскую автономную социалистическую Советскую Республику, выходит первый номер ежедневной газеты «Коммунист». Именно она впоследствии стала одним из ведущих изданий в регионе. «Коммунист», которая освещала в полной мере общественную и политическую жизнь Владикавказа, но и других местностей Северного Кавказа, например, Кабардино-Балкарии, Чечни и других национальных образований. Также она интересным фактом является то, что она предлагала и международную панораму, то есть охватывала достаточно большую сферу. В июне 1921 года «Коммунист» переименовывается в «Горскую правду». Через 2 года газета вновь меняет название на «Власть труда». Затем в 1933-м по решению обкома партии выходит как «Пролетария Осетии», после как «Социалистическая Осетия» и, наконец, 27 августа 1991 года и по сей день она издается как «Северная Осетия». Что можно сказать также об осетинских газетах, вернее отметить другие осетинские газеты, это газета «Кермен». Это знаменитая газета, которая была органом печатным одноименной партии. Партия пробольшевистская, которая продвигала политику большевиков и, соответственно, для более успешного продвижения политики большевиков, особенно на территории Дигории, использовалась как раз-таки эта газета. Она выходила на осетинском языке. Главным ее редактором был знаменитый общественный политический деятель Казбек Бутаев. «Кермен» издавался тиражом в 1000 экземпляров, выходя на 2 полосах. По указанию Горского областного комитета партии газета получила в пользование необходимое количество бумаги и денежные средства. Несмотря на поддержку, 18 декабря 1921 года издание все же прекратило свое существование. 14 марта 1923 года вышла новая газета на осетинском языке «Рожденат». Это стало значимым событием для всех осетин. Главный редактор, поэт, прозаик, драматург, литературный критик и революционер Сома Гадиев писал: «В честь этого знаменательного дня осетинский народ писал письма благодарности. Цара Бретаева, Гино Бараков, Андрей Гулуев, Георгий Малиев, Арсен Коцоев, Казбек Бутаев и другие представители интеллигенции Осетии начала XX века поставили перед собой сложную, но важную задачу – сделать печатное издание популярным и читаемым. Им это удалось. На сегодняшний день это единственная газета в республике, которая выходит ежедневно на осетинском языке». На протяжении нескольких столетий газеты были единственным постоянным источником новостей. Благодаря каждому сохранившемуся номеру мы можем по частям собрать картину прошлых лет, узнать, чем увлекались наши предки, жившие на рубеже XIX-XX веков, как развивался город, какие события происходили на территории Северной Осетии. Сегодня эпоха газеты продолжается. Через столетия наши дни будут изучать другие люди, но история будет продолжаться. И, как я уже сказала, действительно, нашу журналистику формировали яркие личности. Фамилии я уже озвучила, они известны всем, и новому, современному поколению, и старшему поколению. Но мне хотелось бы поговорить и о тех, кого я не назвала. Вот кто для вас осетинская журналистика? Пожалуйста. Те, которых вы перечислили, это однозначно, но давайте вспомним, вот те журналисты, они же не журналисты были, по большому счету, да? Публицисты. Это был цвет осетинской интеллигенции. Угу. Это были писатели, которые создали осетинскую литературу и параллельно осетинскую журналистику. Потому что любого из них перечисли, это будет, назови, это будет величина в осетинской истории. Не просто в журналистике, в литературе, а просто в осетинской истории. Ну, это сейчас конкретно кого можно назвать, кого назвали, кого не назвали, мне сейчас очень сложно сказать. Это очень сложно. Да, это очень сложно, да, но сам факт, просто перечисляя этих людей, это
скажем так, становой хребет, основа, на которой взросла вся осетинская журналистика и литература. Это были, как сказать, гиганты, если их можно так назвать, потому что это первые были, которые писали на родном языке, развивали родной язык, и благодаря кому мы сегодня имеем то, что имеем. То есть хороший осетинский литературный язык, хорошую осетинскую журналистику. И речь идет не только об осетинском языке. Они же и по-русски писали, Коста, как и публицистические статьи писал. Это же сегодня бы кто так писал, я прошу прощения. А сегодня так не пишут. Не пишут, потому что ни Костахи Тагуровы, ни Арсены Куцуевы, да, ни Сумахи Гадиевы. Но современные реалии диктуют другие условия. Ну да, современные реалии диктуют другое, но никто, как говорится, не отменял интеллигентность, образованность. Как-то мы в редакции читаем сборник статей Костахи Тагурова, и, в общем, так диву даешься, как будто вот он не писал для нашего времени. Это было около 10 лет назад, но мы дивились. Те же самые проблемы, та же самая критика, тот же самый взгляд со стороны. Классика называется, классика. Ну вот некто Хенрих Шеринг говорил о том, что если бы змей искушал Еву языком нынешних журналистов, мы с вами жили бы в раю. Вы согласны? До греха бы не довели, да? Да. Вообще, один из признаков, наверное... А с другой стороны, в раю бы жили Адам и Ева, и человечество так и осталось бы в два Один из лица. признаков гениальности, наверное, скажем, журналиста, писателя, это быть, вот как было сказано, современником спустя годы. То есть человек, он и прозорлив, он и мыслит глобально, и то есть его обращение, оно и к будущему, значит, относилось. Ведь столько имен, на самом деле, очень много. Их очень много, поэтому сейчас трудно сказать, а именно кто, если бы у нас их было там несколько человек, мы бы их наперебой называли. Но их достаточно много. И я бы хотел подчеркнуть, может быть, даже добавить к словам Юрия, что они на самом деле были, наверное, профессионалы, это с моей точки зрения, это чуть попозже. А главное, они были интеллигентны самой большой буквы. Они были воспитаны, и, конечно же, они были профессионалами. А вы считаете, сегодняшним журналистам этой интеллигентности достает, хватает? Ну, на мой взгляд, не всегда, не может быть, всегда. но мы не будем критиковать нынешних, они тоже стремятся к чему-то. Джулия, это правильно сказала, время диктует, да, время диктует. И вместе с тем, слог, которым писали тогдашние наши журналисты, и нынешний слог, вот это просто читаешь, купаешься в этих текстах, которые написали. А сегодня это констатация. Юра, ну давайте не будем умалять достоинств наших вот современных молодых коллег. Я живой пример привожу. Потому что вот эта интеллигентность, вот это... Согласитесь, не только у нас, везде, во всем мире. Ну, сравните, какие были раньше президенты, да, у стран, у государств, руководители, да? Посмотрите, какие. Хрущев. Монстры были, монстры. Я не о Хрущеве говорю. Да. Да, какие монстры были. Сейчас Россию не будем брать. У нас, слава тебе, Господи, президент тот еще. Из той когорты, да. Но я всегда живой пример привожу. Не в обиду нынешним нашим руководителям города, но градоначальником был Гапобаев, которому недавно 155 лет исполнилось. Так вот, градоначальник города Владикавказа после революции эмигрировал и преподавал в Берлинском университете. Чувствуете разницу? Да. Дальше ничего говорить не буду. Ну, возвращаясь к нашим вот современным коллегам-журналистам, я хочу сказать, что вот на примере наших журналистов североостинских я вижу, что люди стараются. Правда, мне редко приходится смотреть наше телевидение, но тем не менее я с каждым годом, вот вам уже почти 8 лет, да? Да, почти. Вот. И я вижу преобразование. Вот прямо на глазах вы меняетесь. Это, конечно, очень радует. Благодарю вас от лица всего телевидения. Я не в укор современным журналистам, потому что я сам отношусь к этой категории. Да. Ну, мы отчасти ваше детище. Ну, да. Ну, надо сказать, что они стараются. Да, они становятся, вот я бы хотел подчеркнуть, глубже и ответственнее к своей профессии. Это очень немаловажно. А давайте вспомним, как вот
Журналистика развивалась в 20 веке. Да? Возможно, там мы почерпнем какие-то инструменты для того, чтобы сегодняшние журналисты смогли вот приобрести эту стать журналистскую, и этот напор, и этот интеллект, и интеллигентность, которыми обладали их предшественники. Пожалуйста. Дело в образовании, я думаю. В образовании. Потому что журналист должен обладать массой знаний. Массой знаний. Он должен получить эти знания и в школе, и в вузе. Потому что не бывает всеядных журналистов. Когда ко мне приходили молодые журналисты, я спрашивал, любимая тема, любая. Для меня это уже был крест, что это не может быть журналист всеядным таким. Он должен все-таки какое-то направление брать. Специализация. Специализация, конечно, да. Образование, еще раз образование. Но получается, что в советское время образование было мощнее, чем Не просто сегодняшнее. мощнее, это было образование, лучшее образование в мире. Хотя, насколько я помню, даже факультета журналистики тогда не было. Были филологи. Да. Да. А для журналиста не обязательно журфак, высшее образование. Можно получить техническое образование, Да. быть превосходным журналистом. Конечно. И экономисты, и юристы великолепно пишут. Слог есть, все. Ну а сегодня есть факультет, так в чем же дело? В чем дело? В чем дело? В том и дело, что... Видимо, мешает пресловутый интернет, я думаю. Очень сильно мешает. Расхолаживает, да? Нет. Глубоких знаний нет. Вся беда в этом. Нет глубоких знаний. Неспособность анализировать ситуацию. Вот всегда в любой ситуации журналист должен видеть не одну сторону, обе, 3 стороны, 4 стороны. Только анализ тогда после этого можно сделать нормальные выводы. И сбросить на бумагу, или снять на камеру. Вот Юра правильно подметил, что раньше как работали журналисты. Ведь в наше время не было интернета, да? И люди работали в буквальном библиотеках. смысле ногами. То есть, чтобы добыть информацию, нам надо было перечитать тонну информации, да, побежать в библиотеку, спросить у старших коллег или, еще как-то. То есть нас не расхолаживал интернет, а мы сами добывали, и, то есть это запоминалось. Это как пазлы. Это все складывалось у тебя в голове. А сегодня вы, надеясь на информацию в интернете, вам это легко дается. А что легко дается? То видимо, быстро забывается. Да, быстро забывается. Угу. Значит, вы считаете, что источники информации играют роль, режим работы и, наверное, все-таки... Самодисциплина. Да? Еще один момент есть очень важный, мы почему-то о нем не говорим. Но нам есть с чем это сравнить. Ведь тогда мы не говорим, что было плохо сейчас, или наоборот, сейчас плохо, тогда хорошо. Времена меняются. Конечно. Да, вот тогда, скажем, молодого журналиста, да или вообще журналиста, да, который хотел работать именно вот в этой профессии своей, состояться, его окружали профессионалы. Его профессиональный рост зависел от того профессионального окружения старших по цеху, так сказать, и они охотно его вели. Учили, помогали. И он сам, я имею в виду гипотетический журналист, да, он сам смотрел и очень многое перенимал. А там были, как вот было правильно Юрой сказано, те еще настоящие, которые охотно, не жалея, делились теми всеми своими знаниями. Плюс обязательно коммуникабельность. Работа с людьми. Надо было окунаться в народ, постоянно идти. Вот Джульетта правильно сказала, ногами. Но это что означает? Люди. И у тебя тогда получается такой срез профессиональный, компетентный. Ага, вот оказывается в чем дело. Потому что я с огромным количеством людей встретился, и вот я понял, я эту золотую середину увидел. А мне кажется, знаете еще что мешает сегодняшнему вот современному поколению журналистов? Излишняя самоуверенность. О, спасибо за то, что... А на чем же она зиждется, по-вашему? Потому что они насмотрелись, да, того же интернета, насмотрелись того же современного телевидения. Им кажется, что вот появилась девушка или парень на экране, появился, все. Он царь и бог, он, как говорится, звезда. И сейчас модно говорить звезда. Да. А потом, как копнешь... А почему не я, да? Почему бы и не мне? Ну да. А раньше... как... Здоровая конкуренция, нет, вы не путайте. Здоровая конкуренция, рознь здоровой конкуренции. То есть иногда вот красивая девушка, да, выходит, она в себе уверена, что она покорит сейчас не только телевидение, но и весь интернет. Но оказывается, это
просто пшик. И люди не воспринимают. Насколько бы ты красиво и слаженно не говорила, тебя не воспринимают. Вот парадокс, правильно? Так, а как же раньше появлялись лица в телевизоре, да, те самые, на которых было принято смотреть, затаив дыхание, Владимир Дудиев, Земфира Акулова, они? Ну, я вот как, объявление как раз тогда на телевидении не было 4-го диктора. Был Вова Дудиев, мужчина, и Зифа Акулова, и Рима Абоева. Угу. Объявление, и мама мне, ну, сходи, ну, хочу я туда, ну, сходи. Ну, пошел. В общем, в итоге я оказался там, уже будучи на 5-м курсе работал. Но через полгода меня отправили в Москву на курсы. Ну, как нас там обучали, и кто нас там обучал. Это были вот как эти вас там обучали, и кто вас там обучал? Это самое вот... Лучше мне повезло, чем я попал не конкретно к какому-то диктору, а попал к Васине. Васина была такая, Нина Филипповна, которая обучала московских дикторов. Да, потом Зифа Акулова тоже поехала, она тоже к ней напросилась. Но у нас как обучали, вот элементарно, ну, читаешь текст, надо было вот текст, чтобы нормальная подача текста была. Что я запомнил? Программу передач на завтра читаю. Вот она сидит передо мной. Я пробегаю там быстро-быстро. И какой-то там фильм о каком-то совхозе в Сибири. Я пробежал и говорю, а ты почему здесь проскочил? Ты понимаешь, что из всех этих передач вся Сибирь будет смотреть именно вот этот фильм, который тебе мало интересен. Значит, ты каждому должен подать, что это для него. И каждый пункт программы ты должен подавать, что специально для вас, для вас, для вас. Все. Она в меня вбила, что я должен работать на каждого зрителя. Элементарно. Но они настолько были выдающиеся, что я даже текст по-осетински ей читал. Она мне говорит, ты тут точку не поставил. Я говорю, как не поставил? Она меня заставила переделать предложение. И она была права. По-осетински первый раз слышала. Вот такое было обучение. Еще я что вспомнил. Там Кочергин, диктор, который сказал... Может, сейчас кому-то покажется смешным. Говорит, я, говорит, с утра читаю передовицу «Правды», чтобы глаза пустые не были. Можно смеяться над этим, но тогда это не смешно. На самом деле, это он, чтобы быть в теме, чтобы пустые глаза у меня не были. Это обязательно не только для журналиста. Это ведь для любого мыслящего человека обязательно. Утренняя газета и кофе. Видишь, и ты видишь, что вот ведущий знает, о чем говорит, ты ему веришь. А когда, там же сразу... Вот камера не обманывает никогда. Да, я продолжу тему. Я была последним диктором на телевидении, на государственном нашем канале. И как это все произошло? Последним, которая пришла туда. Да. А то последним не так поймут. Да, последним, которая пришла. Был жесточайший конкурс. Свыше 30 человек пришло. Я смотрю, а это моя мечта с детства была. И я смотрю на это количество красивых, высоких, статных девушек. Я думала, «Herren ist am Kuschen». И когда закончились пробы, так сказать, мы все ждали своей участи. Я собрала вещи и уходила. И меня прямо на пороге поймал Мамитов Эдуард. Да. Говорит, девочка, ты куда уходишь? Да я говорю, я пойду. Ну-ка, разворачивайся, заходи обратно, сиди, жди. Вот. Ну, в итоге, как вы понимаете, да, конкурс выиграла я с большими сложностями, но Булат Фидаров поставил окончательную точку, и меня приняли на работу. И вот... Тебе повезло, что Булат Фидаров. А у меня проблема была как раз с Булатом Фидаровым, своим родственником. Да. Потому что сперва решили брать, потом Агузаров был, Царство Небесное. Потом время прошло, пришел Булат Фидаров руководить. Ну как, говорит, вот я появился, и тут появится Фидаров. И все, да. и вот мое... Да, и только через год я оказался на телевидении. То есть... Да, у меня обратная сторона была. 12 человек в комиссии сидели, и только был один против. Все остальные были за. Конечно, это незабываемые моменты. Я, когда заходила в дикторский цех,
Для меня казалось, и Вова Дудев, и Зифа Кулова, и Рима, они для меня были небожителями. На самом деле я у них очень многому научилась. И потом, так же, как всех молодых специалистов, меня отправили в Москву на обучение. Кстати, у меня-то был модератор Кириллов, легендарный Кириллов. Тот самый. Я столькому у него научилась. Это нереально Кириллов высокообразованный человек. Не только в своей профессии, но в общем. И вот такие люди, конечно же, дают огромную подпитку. И ты приезжаешь, и ты хочешь весь мир покорить на самом деле. Ну, а что получилось, наверное, это зрители судить, да? Сейчас нас очень сильно обучали на самом деле. Да. А вот Классическое чтение, классическая подача Да. материала. Это... Я сегодня же, я же порой, когда смотрю на ведущих даже здесь, многим же так, а ну-ка ко мне быстро иди. И 2-3 урока дам, чтобы вот... Меня Вова Дудев, дай Бог ему здоровья, многие тогда не дикторы считали своим долгом. Вот так делай, вот так делай, вот так делай. Вова Дудев говорит так: Юра, вот так не делай. То есть он отсекал мои ошибки, не учил как, потому что у каждого своя манера. Он просто отсекал лишнее. Вот так не делай, вот так не делай. Все. Великое множество примеров мы можем вспомнить, но об отношении к своей работе, да, журналиста. Вот мне посчастливилось работать на радио, на телевидении много лет. И вот маленький пример. Известные наши журналисты, которые программы готовили, вот я сейчас о радио конкретно говорю, они, договариваясь о записи в программе, они за полчаса раньше спускались к проходной и ждали человека, которому они назначили, который должен был прийти. Они беспокоились, они ходили. Как только он появлялся, они его тут же брали и сразу его вводили в курс дела. То есть вот сегодня, допустим, я не говорю, что плохо, но люди бы сидели как? С пафосом в кабинете, нога на ногу, и они ждали бы вот очередного посетителя, который в программе участвует. Ну, может быть. Люди, а они уже возрастные были, серьезные были, и тем не менее, это и Замбулат Бекузаров, это и Георгий все Мукагов. фронтовики были мужчины. И очень много. Они фронтовики, на самом деле, большинство из них было. Да. Но вот эту вот сноровку, вот это ответственное отношение к работе они не потеряли ни на один день. Замбулат Бекузаров, это легенда был, Георгий Мукагов, Мухарбек Бесолов и много-много других. Да. Катенев. То есть их очень много, но они все были как на подбор. Это была гвардия. Гвардия профессионалов. И вот представьте себе, молодой журналист попадает вот в круг этих людей. Ну, он обречен на то, чтобы стать профессионалом. Однозначно. Потому что они его тут же брали. Даже если он к ним никак, может быть, никакого отношения не имел, может быть, не в их отделе был. Но тем не менее, они ему, вот Юра опять-таки правильно говорил, они ему говорили, вот так не надо, давай сразу правильно делай. Учили, при мне это много раз было, учили, как разговаривать с людьми. Вот, допустим, откуда с районов приезжали люди. Ну, это событие, приехать на радио или на телевидение. Люди одевались и приходили, их тут записывали впервые в жизни, на них камера смотрит там или микрофоны. И они... Помогайте, говорят, этим людям. Учили, как работать с людьми. То есть там много нюансов было, собственно говоря, преследуя вот эти цели, чтобы этот человек стал профессионалом. Парень, девушка. Радио вообще как храм, когда я туда попал. Радио – это отдельная тема на самом деле. Да, там обстановка была просто... Вот один момент я маленький еще скажу, наверное. Вот дикторы на радио. Ну, мы же их не видим, они говорят там где-то. Они приходили на работу. С иголочки одетые. Прям вот, как не вспомнить легенду, Мария Тимофеевна Цакулова, Александр Лапис, Наталья Кочинова. Грешен, царство им небесное. Много. Я грешен, потому что был момент, когда я рядом жил тогда. Да. Ну, дома ремонт. А в эфир надо выходить. Я в одежде, в которой ремонт делал, прибегал, отработал эфир и бегу. А что делать? С вас начался упадок. Ну, а меня же не видно. И момент я закончу просто. Одно дело профессионализм, но то, как они себя вели вот, в быту, в общении. Вот я хотела об этом еще спросить. Да. Ождал Зинат, дома уйди. Они взвешивали слова. Вот даже поворот тела, головы, чтобы не задеть человека ненароком, не обидеть его. Ну, это просто вот человек смотрел и учился. Это была постоянная школа. Высшая школа причем.
Знаете, по аналогии с, например, зарубежными звездами киноиндустрии, кажется, что ты ассоциируешь образ экранный и человека в жизни. И кажется, что и те же самые ведущие, журналисты того времени, они и в жизни должны были себя так вести. Это действительно правильно. соответствует истине. Абсолютно. В случае с западными звездами нет, такой и в а жизни. с нашими, Не да. отличались совершенно. Никакой наигранности не было на самом Там деле. не сыграешь. Совершенно верно. Экран же оголяет человека. Это мне когда-то сказала Зифа Кулова. Смотри, будь честна перед своим зрителем и искренна, потому что... И вот она повторила мне эти слова. Экран оголяет человека. Но, кстати, на телевидении и даже на радио можно заболеть звездной болезнью. А в газете? По-моему, не очень-то грозит, да, такая болезнь? По-моему, да. Поэтому даже я могу сказать, что журналисты, которые работают в газете, они как раз обладают такой природной скромностью, может быть, где-то иногда закомплексованностью. Когда, допустим, бывает какой-то репортаж, материал, надо, допустим, на камеру что-то сказать, они очень стесняются и убегают. Но при этом они делают шикарные материалы. Хотя с них все и началось. Да. Печатная журналистика, газета, это является, так сказать, белой костью этой профессии. Сегодня, к сожалению, конечно, состояние печатной продукции у нас оставляет желать лучшего, но надо понимать, что если исчезнет печать, то, наверное, и сама профессия журналистики или исчезнет, или деградирует. Все-таки люди, которые умеют писать, они всегда будут востребованы в этой профессии. И здесь еще такой момент, я бы добавил, сравнивая предыдущие десятилетия, сегодняшние. Раньше, например, средства массовой информации сами формировали мировоззрение своих читателей, общества в целом. А сегодня, к сожалению, во многом СМИ идут на поводу, скажем, низкие потребности такие своих читателей, подписчиков. Это больше, может, касается интернета, всяких ресурсов частных, там разных. И, безусловно, что в журналистике в какой-то мере сейчас находится в таком очень незавидном положении. То есть, как вы сейчас... Скорее зависим, может быть. Да. Как коллеги сказали сейчас, если, например, раньше все-таки это были мастодонты, это люди были очень образованные, они разбирались в теме, которую они писали, то сегодня такие материалы аналитически мало кому интересны. Сегодня нужна короткая информация, хайп, да, как сегодня называют. Все. Журналистика сегодня сводится к этому слову хайп. А чтобы там сделать какой-то материал, там, по итогам, например, какое-то происшествие, что-то, случая какого-то, и читателю открыть правду, например, причины, потом последствия этого всего. Сегодня это мало кого интересует. Сегодня просто выстрелила какая-то новость, и все. Через полчаса она уже устарела. И в этом смысле, конечно, люди, которые работают в газете, в журналах, они, конечно, сегодня немного в тени остались. Незаслуженно, я считаю. И в замешательстве. И в замешательстве, да. Скажите, а раньше очевидная была воспитательная функция журналиста в обществе. Да. Сегодня вы считаете, что эта функция утрачена? Практически утрачена. Сегодня, к сожалению, потому что появился этот пресловутый интернет, эти гаджеты. И сегодня вообще, я не побоюсь этого слова. Не говори про нас пресловутый. Нет, это как орудие. Это можно и в хорошем. Мы с нулевых годов уже журналистикой в стиле онлайн занимаемся. Согласен, нет, согласен. Но здесь, к сожалению, просто трудно регулировать именно эту сферу интернетовскую. Если, например, может, ты говоришь паблики, тогда называем вещи своими именами. Да, но в том смысле, что сегодня не секрет, что, в принципе, общество деградирует. Сегодня мало кто читает литературу в целом. Ты начинаешь общаться. Раньше, например, тот же самый читатель, например, да, он хорошо на уровне журналиста разбирался во всех этих темах. Это было интересно ему. Сегодня не интересно это им, понимаете? Сегодня интересно эти всякие... Сергей, раньше же читали, а сейчас просто картинки просматривают, плюс 2-3 строчки заголовка. Заголовок, и что под заголовком написано, дальше не написано. И уровень, конечно, авторитет, который раньше был, например, мне рассказывали старшие наши коллеги, когда, например, главный редактор любой газеты в республике напрямую позвонит любому министру, любому главе района и решать вопросы. А сегодня, скажем так,
Ты даже позвонишь какому-то там мелкому чиновнику в самом удаленном районе, он тебе может послать так далеко, и все, и ничего не будет. Никто не боится. Ну, это не в том смысле, что нас бояться не надо, но многие вопросы, например, решались бы намного оперативнее. Вот многие вот больные темы, которые у нас есть. Рубрика «Газета» выступила, что сделала? Да. А еще население любило повторять, что вот так в газете же напечатали. Да, То есть безусловный авторитет был у газеты. Да, это Вот, было, и да. доверие было. Вот я хочу немного наперекор пойти Сергею и сказать, что интернет, да, он захватывает как бы телевидение, да, так кажется, но я категорически против, потому что все-таки телевидение перекрывает. Я вам сейчас объясню свое мнение, так сказать. Почему? Вот раньше люди бескомпромиссно доверяли чему? Телевидению. Особенно старшее поколение. Правильно? Официальной информации. Да, то есть доверяли официальным государственным органам. Да. А сегодня, то есть вот вы берете гаджет в руки, да, и заходите куда? Это же контент телевизионный, понимаете? И человек все равно доверяет больше телевизионному контенту, нежели интернету. Вот моя мысль... В интернете столько, извините меня, барахла, что там надо просто выбирать, что нормально. Да, и поэтому люди все-таки доверяют телевизионному контенту. Нам кажется, что мы вот взяли гаджет в руки, и мы зашли в интернет. Поэтому надо всех загнать под закон о СМИ. Да. Если все будут следовать закону о СМИ, то вот этих хайпов не будет, потому что отвечать надо будет, как, грубо говоря, за базар. Да. Вадим, вы согласны? Ну, во многом согласен, поскольку, в общем-то, процитирую еще главу Союза журналистов России Соловьева, который сказал, если все журналисты, ну, как в данном случае сейчас, то есть паблики, то никто журналист. Да. Вот так вот. Ну, нападки я понимаю в сторону интернета, ну, в общем-то... Не интернета, а, как ты сказал, пабликов вот этих разных. Да, и поэтому как бы все это нивелировалось сейчас как-то. Вот есть тут интернет, и тут даже и официальные СМИ, которые зарегистрированы, и официальные сайты, которые, в общем-то, нам вечно... Вот Сергей Вадим, прости, я уточню. Вот если даже говорить на нашем республиканском уровне, вот вы посмотрите, например, да, те паблики, у которых больше всего подписчиков. Там какая информация? Это беда. Беда у нас длится примерно 17-18 года, когда мне сказали, все, перетекает плавно в паблики. Да. Вот для меня это тогда, как бы, знаешь, вот, нет, такого не может быть, а мы, в общем-то, начинали интернет-журналистикой, журналистикой в стиле онлайн заниматься. И тут я говорю, ничего подобного не произойдет, отказываюсь. И вот я вижу уже 3, 4, 5 лет, и это все стремительно. Они ширятся, у нас как-то, в общем-то, не... Захватывать внимание. Может, консолидироваться нужно. И при этом как-то они берут информацию у нас. Наша информация не пользуется. Вот я об этом и говорю. Надо загонять под закон о СМИ. Другого варианта нет. Чтобы каждый блогер знал, что за хайп получит, грубо говоря, пасютинский хафт. То есть раньше бы так было. Если ты непроверенную информацию опубликовал, иди сюда. Одним словом, надо поднять статус журналиста, поднять законом о СМИ и защищать его. Да. Потому что, правильно сказано, вышла передача, скажем, ну какой-то контент-материал, да, и журналист звонит в район тот же самый, да, если этот пример брать, продолжать, а ему там в ответ, допустим, хамят. А он должен понимать, что ему позвонил журналист, автор, допустим, там, с большой буквы, работник СМИ. Вот тут, кстати, просела вот эта ситуация. У нас имен уже нет. У нас имен с каждым годом все меньше и меньше. Да. И как на телевидении, как в газетах. Одна из проблем, в том числе, кроется в том, что... Авторитетов нет. Утрачивается доверие. Пресс-службы. Пресс-службы многое перебивают. То есть, как бы, опять же, даже на... Вот далеко зачем ходить? Юрий Астемирович, вот прекрасное телевидение Осетии и Рыштон. Сколько человек отсюда ушло в пресс-службы? Я понимаю, там как бы они могут зарплаты какие-то больше. Ну, надо, честно. Ну, с этим понятно, с этим ничего не сделаешь, да. Но вот опять же, вот тут тоже проблема. Это одна из серьезнейших проблем. Я в прошлом году выступал с трибуны парламента. В парламенте, да. Вот сказал, что... Знаменитое уже как бы наше выступление. За такие копейки нельзя заставлять журналистов работать. Это очень маленькие зарплаты. На это журналист не может жить, поэтому они ищут
Я помню, да, когда призывал да, как бы не скупиться на журналистов, да. на прессу, да. В защиту журналистов, коими мы здесь все являемся, могу сказать, что, наверное, вот это проседание наблюдается везде, во всех слоях, в обществе в целом. То есть снизился общекультурный уровень. Соответственно, и журналистика стала более примитивной. Плюс мы живем в век скоростных технологий, и время все убыстряется. И получается, что мы просто не в состоянии провести тот самый анализ, о котором вы говорили, для которого вы работаете, пишете. Ну, вот что с этим делать? Как прийти к общему знаменателю? Сергея поддержу, когда он сказал, что журналисты, которые работают в печатных СМИ, это журналистика. А все остальное – это уже репортеры. Констатация факта, вброс фактов. Быстро вбросил факт. А где анализ? Где вот в газете текст, красиво написанный текст, русским или осетинским языком. Это журналистика. Я не спорю, просто зачастую у человека, который берет в руки эту газету, и слава богу, что он ее уже взял, не хватает времени, чтобы дочитать. Не только времени. А что еще? А чего еще? Что да? еще? Интересно. Мозгов. Юра, сколько у вас предельный объем? Или хотя бы средний в газете? Чего объем? Публикаций. Ты имеешь в виду? Объем я имею в виду в публикации, средний сейчас какой? Потому что Символов. возникла проблема, вот такое понятие у нас дочитываемость. Дочитываемость материала в интернете. То есть, да, и вот как бы вот вроде видишь какую-то статью, да, а дочитывание с нее минимально. Так вот, поскольку перестали читать. Я, когда пришел Перестали в нормально газету читать. «Рашсинат», я сказал, так, ни одной целой полосы больше не будет материала на всю полосу. Потому что не Это читают. никто не прочитает. Четверть полосы максимум. Потому что эти огромные, извините меня, простыни никто не читает. Они малоинтересны. Я максимально берите тексты, сокращайте, насколько возможно. Я сразу пришел, поставил такую А задачу. ведь раньше как читали, как обсуждали с соседями, улицами. Ну, тогда не было... Опять пресловутого интернета. И Зера, то вот отвечая, нету материала, который бы на А2 полностью прошел. отвечая вот на ваш вопрос, да, как вернуть, чтобы действительно люди стали больше уделять внимание серьезной журналистике, не вот это все шушере. Не фастфуду от журналистики, а перешли на правильное Знаете питание. как, здесь как бы я Америку не открою. Здесь надо все-таки принудительно, я имею в виду, допустим, в детском возрасте, да, вот детей же сейчас все родители, да, заставляют учиться, читать какую-то литературу, ходить на занятия. Ребенок не хочет, кто-то скажет, что вы свободу нарушаете ребенка, но они же понимают, что это за этим будущее. Если бы, например, сегодня то же самое было бы такое отношение к газетам и журналам, которые у нас выходят, да, республиканским, то, поверьте, читатель бы у нас появился бы, он бы вырос, он бы стал уже следить за тем, что печатает, и тогда он бы легко мог осилить и полосы, и 2 полосы там на газете. Это как раз-таки, это здесь Сила привычки. волевое решение надо, вот, допустим, руководство, чтобы они сказали, давайте поддержим газеты. Я почему это говорю? Это ведь еще политический момент. Вот я на 100% уверен, вот такого нашего постоянного подписчика какого-нибудь, допустим, возьми, и ты никогда его не сбьешь с толку, с пути сверного не сбьешь, никогда он не пойдет на какие-то там забастовки, там какие-то митинги, потому что он умеет анализировать, он умеет думать. А как раз таково, вот те, которые вот здесь торчат целыми сутками, да, вот их все время собирают, вот эти цветные революции устраивают, как раз таки вот любители вот глядеть за этими картинками. Поэтому это очень важный момент, политический момент, это воспитательный характер имеет. И если мы сегодня, вот уже вчера это надо было заниматься, но если мы сегодня срочно не будем эту тему поднимать в средствах массовой информации, чтобы мы могли в школах, в институтах пропагандировать настоящую литературу, журналистику, то завтра, я боюсь, что будет уже поздно что-то делать Сергей, с молодым поколением. вот Да. у нас же с 90-х потерянного поколения, как много. То, что вы сказали. Ну, тогда же не сразу обрубилось. Все-таки Конечно. по инерции еще у нас остались люди. И вот сегодня как раз ваша задача возрождать вот это. Потому что все-таки юношеский формат, наверное, надо вот расширять. И на телевидении, и в газете, я так думаю. Мне, как родителю нового поколения, вот у меня ребенок, ему 17 лет, вы говорили о том, что нужно где-то принуждать
Как я это должна сделать? Вот у вас есть для меня рекомендации? Ну, это, наверное, не индивидуально. Это все-таки должна быть какая-то такая политика широкая. Пропаганда, такая, да, пропаганда, да. Читать, читать и читать хорошую литературу, классическую литературу. Я-то ее Невозможно читаю. Это мы заставить говорим- Юра. Нет, так вот в том-то и дело, что ребенок читал. Это индивидуальные рекомендации, да. А мы говорим об общем, чтобы вот в школах заставляли читать литературу. Хотя у них есть вроде бы, да, в программе в школьном. Там, Ну, любой психолог вам скажет, что это будет эффект обратный, то есть там, где принуждают ребенка, он будет сопротивляться. Нет, и для ну, него конечно, это вызовет здесь нужна вторжение. метод мягкой силы. Мягкое Не так, принуждение. да, конечно, не так, что там из-под палки, а все равно можно заинтересовать там публикациями. Если будут, допустим, какие-то предметы основаны на материалах, взятых из газет, то все-таки они будут как-то уже... А как вы считаете, возможно, это личный пример, который идет из дома? Конечно. Ну, это вообще, конечно, идеальный пример, да. Но здесь тоже не угадаешь. Я же говорю, вот... Просто если родители не читают и не Да. обсуждают прочитанное Да, там, за согласен, обеденным согласен, столом, да. то откуда ребенку взять Можно эту два кальку? таких моментов вот Да. из детства. В общем-то, помню, когда бывал с отцом на проспекте, вот возле дома Дружбы стоял один киоск «Союз печати». Доставал из кармана потертый абажи, давал, в общем-то, киоскеру и перечислял уже «Иномафоси», блин, и целую кипу газет. Ну, 2 копейки стоит. Ну да, 2-3 копейки. Другой момент. В Вологире, где проводил детство, каникулы, в общем-то, приходил почтальон, и та же самая кипа газет. Первое, в общем-то, как Хичтеру дед брал то, что ему нужно. Второе слово было за бабушкой. И вот мы, пацаны с двоюродными братьями, растаскивали остальные газеты. Вот такая картина бывала. В комнате 5-6 человек читают газеты. Кстати, и вот так также и обменивались. с детской периодикой было. Детский периодик, да, совершенно замечательные издания. «Пионерская правда», и потом «Комсомольская правда», и они были читаемы. А для детского младшего возраста это веселые картинки, Мурзилка. Конечно, все было. А И сегодня? постепенность ну, это же какая-то была. тоже, А сегодня у нас ног зал, помните, за который мы боремся. да. Помните, в школах же тоже заставляли там и подписывать и журналы детские, и газеты. «Пионерскую правду» все заставляли же. выписывали. Но, казалось бы, вот кто-то скажет, что это из-под палки. Не из-под палки, но... Не, ну читали же «Пионер». Читали, да. Читали. Все дети читали. Да. И родители тоже бывали Да, читали. ну, Она читаемая газета была. Ну, я к тому говорю, что вот с таким механизмом мы сможем сформировать хорошее, вот, воспитать поколение, которое будет читать, которое будет думать. А не так, что вот у них сейчас, я же говорю, бывает такое, что встречаешь человека, он на простой элементарный вопрос не может ответить, потому что у него, скажем, запас слов вот, хватает на 2 предложения, и все. Спасибо. Сейчас есть чтиво. Вот современные романы – это чтиво. Бульварный. Да. Бульварный, да. А есть литература. Так вот, читать надо литературу, Вот, чтобы вот и язык классическую, был да, богатый. Вот сейчас заставь кого-то Чехова или Толстого прочитать из современных и молодежи. Они половину слов не поймут. Да, мозг сломается, да. Ну хорошо, мы констатируем проблему. Выход. Читать, вернуть программу. говорит, как бы обратный школу. эффект не имело. Не Вот об будет, у этом нас было. не было эффекта, они никуда не денутся тоже. Какой эффект? Да, здесь нет опасности абсолютно никакой. Есть школьная программа, в которую надо вернуть лучшие образцы литературы русской и осетинской. А вы знаете, я сейчас вот в ходе дискуссии что заметила, и вот наша прекрасная ведущая Дзера тоже подметила, так сказать, она же тоже вот из потерянного поколения, так сказать, да, но у нее есть дети, и она сейчас говорит, что мне сделать, как мне быть, дайте совет. Как мне расшевелить своих детей, чтобы они читали, чтобы они познавали. И я думаю, что не все потеряно. Вот их поколение сейчас начнет обратный процесс. То есть пойдет, наверное, ну, может, это мои мечты, но, наверное, пойдет обратный процесс, Я и надеюсь, все такого возобновится. провала уже не будет. Да, Надеюсь на да, это, я да. думаю, что да. Они подсознательно, вот Дзерина поколение подсознательно чувствует, что что-то надо менять. Ну, будем надеяться, что это все циклично. Рано или поздно все вернется на круги своя. Все равно возвращаемся так или иначе к профессионализму. Конечно. Вот посмотрите, просто опять-таки, я не хочу сравнивать времена. Времена – это то, что человек делает с определенным периодом времени, скажем. Да? Вот, допустим, семья получает газету, да, или покупает ее, да, в киоске.
И с этой газетой в дом входил тот или иной журналист с его тщательно подготовленным, напечатанным материалом, аналитически проработанным. Этот журналист становился членом семьи. Ему верили, ему доверяли, он владел умами и сердцами людей. Профессионал. И вот тут нам надо, а тем более, кого мы можем подпускать к подрастающему поколению? Только профессионалов. Вот Да. посмотрите, вот эти вот статьи, их никто не читает. Оттуда и появились вирусные ролики. Короткие ролики, не надо заморачиваться. Посмотрел там, что там положил на 5 секунд, и все, до свидания. То есть это вот то, что мы называем потребительством. А мы же говорим о серьезном отношении друг к другу и к будущему нашему. Поэтому все-таки акцент нужен на профессионализм. Если мы говорим сегодня о средствах массовой информации, то по отношению к ним особенно, потому что они несут то, что многие из нас не видят. Допустим, кто-то что-то сделал хорошее, достиг каких-то успехов. Ну, кто это может знать? Маленькая группа его единомышленников или коллег. А когда журналист красиво, правильно, как сейчас говорят, упакует, подаст, подготовит материал и донесет до огромного количества людей, зрителей, читателей, вот это успех. Так, может быть, современным, сегодняшним журналистам не хватает вот этой опции красиво упаковать и подать? У них есть интеллект, у них есть база, образование, но нет вот этой блогерской составляющей. В том числе. Ведь это же... Тут многозадачность, во-первых, должна быть у человека. Если однобоко подать материал, ну, кому он будет интересен? Видимо, знаете, спрос рождает предложение. Вот если бы у общества был бы спрос на хорошие материалы, опять-таки это отсылка вот к воспитанию, да, поколения, то бы, наверное, и журналисты тоже подтянулись до этого уровня, они бы старались делать хорошие материалы. А сегодня спрос такой, что да, дайте какой-то нам жареный там новость, какой-то там, все. Это читатели опустили до этого, это целенаправленно было сделано. Да. Погодите, но ведь Целенаправленно. в начале 20 века читатель тоже не был особо интеллектуален. Запросы у него были тоже достаточно да. примитивные. Да и Подтягивали. читать были не могли не все. Подтягивали. Тогда вот знаменитый издатель Сытин, да, он понимал, что люди бедные, да, многие не могут читать. Без образования, да. Не, те, которые могли, допустим, почитать, но дорого, книга дорогая была. И вот он нас в своей типографии стал выпускать эти же произведения на простой бумаге, просто на газетной бумаге, чтобы люди могли читать. Массово. Это все массово распространить. Дешевые копейки стоили. Копейка, и у тебя книга. Не фолиант, а книга, где то же самое написано, да, на газетной бумаге, на простенькой. Ну, ты прочитал. Но вы сейчас говорите о доступности, а я говорю немножко о другом. О том, что раньше, после распада, скажем так, Российской империи, люди, которые оперировали словом, они имели дело с массой неграмотного населения, которое им предстояло обучить, Вот представьте, как поднять сложно и было, да? воспитать. Для этого вот плохая советская власть устроила ликвидацию безграмотности. Да. И практически ликвидировали безграмотность. Я к тому, что тогда им было сложнее. А Намного сегодня вроде сложнее, как да. все грамотные. Да. И воспитательная функция, Читать она умеют, писать должна быть в обществе, как будто бы. Максим Гораздо Горький, это ощутимее, чем знаменитая раньше. фраза Горького. Писатели – инженеры человеческих душ. Точнее не скажешь. Они должны лепить человека, они готовить должны человека. Из материала этого, биоматериала, делать человека. Да, и сегодняшним журналистам, наверное, нужно тоже себя, как сейчас говорят, уж простите меня за это, коллеги, апгрейдить. Себя развить, улучшить, возможно, обрасти какими-то суперспособностями, чтобы сегодняшнего современного грамотного читателя опять же суметь воспитать и увлечь. С чего мы начинали, Знаете, да? как немного вот есть тоже Образование. такой элемент, может быть, кто-то скажет, это мещанский взгляд, но вот вспомните, да, особенно вот на заре советской эпохи, ведь этих авторов, да, писателей известных, их превозносили, им воздавали всяческие почести, и к ним тянулись. И вот то же самое касается журналистов, да, те, кто вот работал в газете, это действительно вот многие их воспринимали как небожители. Авторитет был, и поэтому они имели такое влияние на народ. А сегодня нету авторитетов, понимаете как? И он, это Ачида, я говорю, что ты не учишь чему-то. Я лучше знаю. Да.
И вот если бы авторитет, да, престиж этой профессии был бы опять хотя бы вернули в период советского времени, тогда бы, мне кажется, и народ бы тоже стал как-то прислушиваться, читать. А тут сегодня вот Сергей, без этих возврата авторитетов... не будет. Нет, Надо менять формат. Да, я имею в виду вот уровень этого престижа, который был... Так давайте возьмем наши газеты. Тоже слово «бывший молодой коммунист», «Северная Осетия», бывшая социалистическая, «Рашсинат». Журналисты, которые там работали, потом какие карьеры у них были политические, все становились руководителями разных уровней. Это же не просто так было, да? Статус, вот журналисты. Спецы были, да, специалисты. Да, и вот так они поднимались по карьерной лестнице. А вот не могу не добавить, кстати, к этим словам. Вот я не совсем был согласен, вот здесь слова прозвучали, ряд слов. Журналист или вообще специалист вот в области душ человеческих, он не имеет права планку опускать. Он, наоборот, ее должен поднять достаточно высоко, и пускай это мотивирует всех остальных, чтобы они подобрались. Другое дело – адаптировать материал, язык, на котором он разговаривает с людьми. Через там газета, через еще что-то. И вот в связи с этим у меня одно предложение есть, я его просто озвучу. Вполне серьезное, оно уже такое обоснованное. Понимая эту ситуацию, практически все эти вопросы прозвучали сейчас, я вот предлагал людям, со многими побеседовал уже, и вот здесь, и на другом телевидении, с журналистами и так далее. Я им предложил создать постоянно действующую площадку, высокопрофессиональную, да, где мы, приглашая людей, монстров вот этих, которые еще у нас есть, специалистов высокого уровня в разных областях. Это не только журналисты будут. Это могут люди, близкие к этим сферам. Да, это же профессии, это много разных профессий будет, интеллектуальных и творческих. И там с ними будут проводиться семинары и различные, так сказать, вот... Обучающий клуб? Тенденции же меняются. Это будет и клуб, это будет и научная площадка, это будет и творческая площадка. И там будут и проекты рождаться и так далее. Но основная будет задача – это повышать постоянно их заточенность на результат, на уровень подачи материала. Обязательно. И с ними должны, я повторяю, работать профессионалы в той или иной его области. Вот раз, если я немного Пожалуйста. опущусь на землю так, да, и более такие прозаичные причины назову. К сожалению, если этот журналист будет получать маленькую зарплату, то имейте семинары, форумы, их масса проводится. Вот их масса проводится, как на республиканском уровне, так и вот на всероссийском, то у него просто не будет мотивации ходить туда и обучаться. Вот для моей работы, вот некоторые так, к сожалению, рассуждают, вот для этой зарплаты я делаю выше крыши. Вот, к сожалению, это вот сегодняшнее... Увы. Я готов немножко к сожалению, возразить. Да, в этом контексте можно согласиться. Но я сказал, постоянно действующая площадка. И туда силы никого загонять не надо. Но там, во-первых, будет пресекаться и старшее поколение специалистов, профессионалов, и совсем молодое поколение. Я могу пример еще один привести. Со многими журналистами мы общаемся, там интервью часто бывают, какие-то передачи и так далее. И много людей меняются, они приходят и уходят, они себя не находят, вот я касаюсь телевидения, да. А изначально, когда сталкиваешься, как они берут интервью, как это все, там огромные пробелы. Великолепно выглядят они, но огромные пробелы, они не понимают, что они делают в таком большом объеме, в правильном объеме. И даже хотя бы с этих азов надо начать. Ну, это сейчас... В свое время я предлагал создать клуб главных редакторов, чтобы как-то встречались раз в месяц, раз в квартал. Были прецеденты, собирались же. Да. Ну, как-то чтобы не как пошло? клуб был, да, или что-то. Ну, Отлично. Очень часто бывает и среди главных редакторов где-то какие-то разногласия появились. не, ну разногласия они должны быть. Это всегда политические. бывает. Политические. Ну, политические, ну да. Ну, скажем так, вот эти вопросы, которые сегодня мы подняли, да, проблемы, мы вот сами не решим. Это нужно некое такое волевое решение нашего руководства, поддерживать действительно, вот я же говорю, попытаться хотя бы вот государственные средства массовой информации, хотя бы государственные, уделить им, ну, поддержку оказать всемирную. Это очень важно. С трибуны парламента об этом вещал. Да, но это, ну, вот в том-то и дело. Сегодня такое время, что через полчаса уже забывают, кто о чем говорил. Сегодня вот поток информации. Для этого у нас есть сайт iriston.tv.
Да, ну мало кто заходит. Это надо постоянно об этом говорить, надо вот такие передачи делать, чтобы... Вот это правильно, надо формировать мнение Да, да. в обществе обязательно и правильно его обосновывать. Тогда люди загорятся этой идеей, и не только те заинтересанты, среди которых и мы находимся, а те, от кого зависит, скажут, а на самом деле проблема эта перезревает уже. Принято считать, что творческие люди-журналисты, они должны хотеть и гореть независимо от заработной платы, которую они получают. Вообще остались такие еще? Нет, ну художник должен быть голодным. Нет, я с этим не согласен. Чувство патриотизма свойственно человеку, когда он сыт и обут, да? Да. Не, это, извините, ну элементарно. Человек выходит из дому, да, заработать копейку. Посчитайте, сколько он получает и какие у него расходы. Порой на дорогу, вот у меня вот в газете «Рождество» многие ездят из районов республики. Вот если зарплату их поделить на дорогу, которую тратят на маршрутку, там остаются вообще гроши. А в советское И время? спасибо им огромное, что они все-таки еще продолжают А работать. в советское время? В советское время нормально. На что было. хватало зарплаты журналиста? По-моему, это Хватало. были 110 рублей, да? Если не ошибаюсь. Так я сперва получал 110, мне хватало. Это при средней зарплате тогда было 110-120 рублей. Нет, да? там были уже, которые работали раньше, у них под 200 рублей было. Вы понимаете, было. сейчас не столь важно, сколько это было, как на что это хватало. На что, этого, да, сколько это хватало. Ну, в царское время червонец, извини меня, ты на месяц, если не больше, Это обеспечит. же зависит от потребностей каждого человека. Ну вот вы получали... Элементарные потребности, Да. просто элементарнейшие потребности. Мы забываем сказать, что этих людей знала и уважала вся республика. Ну да. Ну а тут проблема в Как том бонус. числе Это и в выше том, что денег как бы было, люди не да? задерживаются в профессии. Конечно. Люди не задерживаются. У меня много случаев, когда 30-летний человек, он уже все, я уже как бы молюсь на него, масса идей. Как бы, что случилось? Вот не хочу больше Кадров заниматься тяжело журналистом. Вот в том же Рождество Это очень повсеместная много проблема, возрастных Да. сотрудников, очень много возрастных. Потому что они еще пенсию получают, и благодаря этому на плаву. Какого молодого я сейчас могу затянуть в Рождество, который пишет по-осетински, и на эти деньги до прошлого года МРОТ получали. До прошлого года. Вот будучи председателем комитета по делам печати, мы 5 лет бились, чтобы чуть-чуть поднять. Подняли немного. Но МРОТ получали журналисты. Какой молодой пойдет туда? И нечего пообещать им даже. И что ты пообещаешь? Ну, это проблема. Это проблема, как и та, в каких условиях работают журналисты. Вот вы говорили о том, что радио гремело, а давеча я проезжала мимо тогдашнего дома радио, и сейчас там идет стройка, а может быть и не идет, Там и этот заморожено участок давно загорожен, да. И у меня прям сердце сжалось, хотя никакого отношения к радио я никогда не имела. Но вот есть какие-то, может быть, вы в курсе подвижки в этом отношении? Не всем так повезло, как нам работать на современном телевидении Осетии и Рожтон, но вот также и Дом печати, который монументальное здание, и оно находится на такой зоне, где трассы сходятся, расходятся, наши туристы приезжают на мемориал и видят, вот опять же, по диагонали расположено это обветшалое, да. Которое давно нуждается в Здание? ремонте. В котором никогда не было ремонта, к слову, да, Сергей? Да, вот Как вы его будучи назвали, «Дом опять-таки, печали». да, председателем комитета, когда был, ставил этот вопрос, хотели к 1100-летию крещения, а тогдашний руководитель Вячеслав Зелимханович, и хотели в программу, чтобы попало федеральные деньги. Как объект. Да, капитальный ремонт. А оказалось, что первый этаж давно кому-то продан, какому-то бизнесмену. Москва сказала, вы купите обратно, и мы это включим. Не выкупили. Дальше я опять ставил вопрос к 100-летию автономии, потому что здание было сдано к 60-летию автономии. Сколько лет зданию? А там уже второй этаж выкупили, наверное. 40 лет. 40 лет. Выглядит старше своего возраста. Да. И все, и вот это на этом застыло. Ресторан, где был раньше. И вот он тоже в частности. Я даже пример, посмотрите, говорю, аллея славы, посмотрите, как вокруг красота, и тут глазницы вот окон этих разрушенных, говорю. Да, и вот эта нарядная дорожная развязка, и там мы вроде и газоны, Запустение. высаживаем цветы и ставим какую-то иллюминацию. Что вы и в то хотите, же если время... там кузня была? Продали там вот, где это самое, аппендикс, аппендикс, который там был, кузня.
И с утра до вечера кузнец молотил, а там журналисты сидят. Вот и работай там. Это ритм задавали. Да. Я хочу маленький немножко позитива добавить. Очень нужно. Ну, в силу и специфики нашей деятельности мы часто и много встречаемся с молодежью. Великолепная молодежь. Просто она другая сейчас. Она, вот правильно было сказано, хорошая, мотивированная, они горят. И вот пока этот блеск в глазах у них не угас, чтобы мы опять не получили потерянное поколение, мы должны им сегодня, кроме теоретических выкладок наших, вот не только наших, но вообще в целом, дать что-то. Не только хотя бы пообещать, но показать вот эту дорожную, скажем, карту, куда мы двигаемся вместе, потому что, ну, пройдет совсем немного времени, они станут основной частью общества. То, что мы говорим сегодня в будущем нашем, да, что мы им оставим. Что вот на сегодня? Может быть, на самом деле нам нужно быть сегодня активней в отношении того, чтобы добиваться вот того, хотя бы решения тех проблем, о которых мы сегодня сказали. Через 20-30 лет они будут руководить республикой. Конечно. Вот это поколение. Но надо сегодня им 20-летних. дать надежду. Как сказал Конфуций, если ты, говорит, строишь планы на год, сажай картошку. Рис. Если ты строишь планы на 10 лет, сажай деревья. Если ты строишь планы на 100 лет, воспитывай детей. Вот где-то вот в этом контексте надо и двигаться. Не о рисе только думать, и о деревьях, конечно. Тут много примеров, вот, прямо они вот один за одним идут, но толку от этого. Надо нам концептуально подойти всем вместе, обществу нашему, в Осетии, я имею в виду, к решению этих всех проблем. Именно в первую степень, как приоритет, молодежь. Они уезжают, конечно. Они покидают Осетию, они бегут из нее. Да. Причина одна и та же. Конечно. Молодому человеку надо создавать семью. Не на что. Не на что. Да, много талантливых у нас ребят, поэтов, писателей. Кстати, такие блестящие, да. Вот я уже сталкиваюсь с ними. Когда я читаю, что вот в Осетии сдалось столько жилья, сколько никогда не сдавали. Для кого это жилье? Для туристов. То есть кто купит за такие деньги эти квартиры, в которых надо еще столько же ремонта сделать? Туристы. Так вся беда в том, что не просто туристы там, может, поживет и уйдет, да. Но есть, как говорится, опасность, что наш город купят просто. И не свои жители. Лишь бы не купили нашу журналистику. Конечно. Она не подкупна. Она не подкупна. А с другой стороны, вот чего мы хотим? Был кризис 90-х, сложные времена. Получается, рождалось в муках новое государство. И получается, что современной журналистике, ну, плюс-минус, там, сколько, 40 лет? Может быть, мы действительно задаем какие-то требования, которым, ну, она физически не может отвечать на сегодняшний день? Не журналисты виноваты. На самом деле это было безвременье, страшное безвременье, когда от нас скрывали много фактов. Если глава государства, выступая в Конгрессе или в Сенате, говорит: «Боже, благослови Америку», если бы тогда гражданам России показали этого пьяного, извините меня, негодяя, то никто бы за него и не проголосовал. Народ бы восстал. Но не показали, нам показывают, что все нормально, все хорошо, ляжет на рельсы и все прочее, прочее, прочее. И вот тогда и журналистика продажная началась. Потому что, обратите внимание, сколько частных каналов появилось, да? Центральные частные каналы. Независимые. Независимые. Хотя были зависимы от определенных личностей, которых потом изгнали из страны или сами убежали. Ну и сегодня возникают дискуссии в обществе на тему независимости СМИ. Вы как сами чувствуете? Ну не бывает независимых СМИ, не бывает в природе. Надо спросить, от кого независим. Друг от друга, видимо. Да. Нет, независимой журналистики нет. Но, тем не менее, она работает на благо общества. Так должно быть, да. Так должно. Журналист должен работать на благо общества, на благо своей родины. Даже если критикует, то надо критиковать так, чтобы не навредить. Быть честным в профессии. Самое главное, да. Не злопыхательствовать, не грязью поливать. Вот то, что вот сейчас идут, да, проверки, да, вот в разных ведомствах, да.
Но вы сперва уточните, что там произошло, что вы вбрасываете, и людей грязью поливаете, того задержали, того так, того так. Подождите, потом, оказывается, совсем информация другая, это все не подтверждается. Для чего вы это все вбрасываете? Хайп. Ну, для хайпа. Для хайпа, да. Я-то знаю ситуацию примерно, что там происходит, что происходит. Там и людей назвали чуть не ворами, не самые, ну так нельзя. Ну, в сравнении с тем периодом безвремени 90-е годы сейчас, ведь ситуация много лучше. Конечно. Потому что у государства уже об Россию ноги не вытирают. Россия становится Россией. Снова сильным государством. И уже люди видят, что в этой стране жить можно. Западный формат телевидения уходит. Да. Многие проекты, программы напрочь закрылись. И это только радует. Да, понимаете? И вот сегодня вот вам, молодым журналистам, вот флаг в руки. И давайте, создавайте форматы именно для подрастающего, для молодого поколения. Не брать кальки какие-то с иностранных программ и передач, а создавайте свое. Вы же умные, интеллектуальные. Создавайте свое, заинтересуйте, пусть с нас берут пример. Вот от чего хочется. Меня так и тянет всю нашу беседу проводить какие-то гастрономические параллели. Я не знаю, Ну, почему. да. Но вот в случае журналистика, это как сегодняшний такой фастфуд от журналистики и правильное питание от журналистики. Вот цензура, мне кажется, это та самая диета, стол номер такой-то, да, который не дозволяет в наш организм попадать всякому био- и инфомусору. Вот вы не согласны с этим? Не совсем так. Пожалуйста. Вот, я думаю, чтобы понять, вот если сравнивать, да, гастрономически, как вы сказали, мне нужно попробовать, что это. Так мы уже распробовали и перепробовали, мне Так это кажется. мы. Мы же говорим о подрастающем поколении. Нет, я не согласен. Нет, здесь И ну, вы же- так они же сейчас методом проб и ошибок Нет, идут. ну здесь, знаете как, тогда, знаете, как вот окунулись мы 90-е, все было дозволено, так сказать, говорили, демократия, все возможно, вот пускай сам человек выберет, что ему Нет, надо. вы не так превратно Нет, понимаете. ну, если Пожалуйста. до абсурда вести вот эту Нет, идею, до абсурда не надо доводить. то можно к этому опять вернуться. Поэтому я, безусловно, вот каждый родитель, да, вот Зера сама говорит, да, она же своего ребенка контролирует, она же не говорит ему, а давай ты наркотики попробуй, алкоголь Нет, попробуй, нет, может, нет, тебе ни в коем понравится, да? случае. Мы же говорим сразу, да, отсекаем какие-то вот абсолютно ненужные эти привычки, да. Он пробуя, это есть но цензура. родитель направляет, журналистика направляет. Да, ну Я это в есть этом цензура, плане да, говорю. вот если так вот. Да. Ну, это мой взгляд, может быть, я тоже не этот. Не, чтобы знать, что мухомор несъедобен, его не обязательно Да, пробовать. да. Надо знать, что его нельзя пробовать Ну да, изначально. гадость есть, которую даже называть нельзя. Тут... Вадим, вы как серый кардинал сидите в эфире. У вас 100% есть свой альтернативный путь развития нашей журналистики. Поделитесь им. Да нет, я тут слушаю про 90-е, святые 90-е. Было весело, интересно работать. Я тогда делал первые шаги. Это, по мне, это интересное время было. Да, понятно, в общем-то, мы почувствовали свободу слова. В общем-то, мы лепили новую журналистику, делали там первые шаги, появлялись новые издания. И порой очень интересные издания появлялись. Но понятно, это было то время, оно как бы закончилось, совсем другие сейчас времена и требования к прессе. В общем-то, к прессе, журналистике, в общем-то, другие. Главное, вот, в общем-то, под тоже какую-то беседу нашу сегодняшнюю, главная проблема в том, что у нас молодежь, новое поколение не читают. Не читают картинки, просматривают. Вот эту дурь, вот это мухомор настоящий. Вот этот надо как-то, вот, знаете, этот мухомор надо ботинком пнуть. привычек. Да, ботинком пнуть, и как можно, чтобы он летел как можно дальше. И снова возвращаюсь к Да, и гастрономии. может быть, да, на уровне государства, опять же, может быть, образование, какие-то Конечно. внедрять какие-то в общем-то, Конечно, о чем методы, мы чтобы говорим всё как-то время. повернуть опять к тому, чтобы у нас как бы молодежь, в общем-то, была анализировать могла. Потому что я сейчас с ужасом воспринимаю, что наши большие статьи, наши лонгриды это сейчас называют, это статьи, не то, что никому не нет, есть те, которые им нужны, как бы они читают, да, но, в общем-то, 10%, может, кто-то читает.
Вот это ужасно. То есть Молодежь. мы перестали уметь читать. Владик, Мы перестали получать мы от чтения удовольствие. О 90-х не говорили, что там были плохие журналисты. Очень сильнейшие журналисты были. И становились тоже много. Да. 90-е годы Да. у нас в республике это становление Иринформа. Совершенно замечательное Это да, в области агентство, которое выпустило да. замечательный... Но вопрос, о чем многие журналисты говорили и куда направили свой талант, скажем так. На разрушение собственного государства, на разрушение общества. Но не надо же так обобщать, Юра. То есть я сказал не обо всех. Они, я же говорю, они были очень Там была и война талантливые. компроматов разными А структурами. теперь посмотри, олигархи. где эти вот даже из центральных каналов журналисты, где они сидят, в каком государстве. А в таланте им не откажешь. У меня за время нашей беседы созрела некая параллель. Получается, что действительно стоящая, настоящая журналистика, она рождается в период каких-то катаклизмов. Вот как вы думаете? Период, когда у нас зарождается новая какая-то плеяда, опять военкоры. То есть люди, которые делают совершенно блестящую работу. В общем-то, пускай, может быть, их не так много, но они есть, несколько десятков, которые, в общем-то, поклониться нужно перед их талантом, перед их самоотверженностью. Даже, в общем-то, те же самые участники СВО. Да. И тоже, в общем-то, и в том числе они подают пример и нам, и молодым журналистам, в общем-то. В 90-е годы, вот Зера спросила, говорит, а вот как, мы говорили, говорит, вот горячие точки, говорит, это вот тогда потом, к несчастью, была эта куча этих горячих точек, куда они плюнули, везде мы попадали на карту бывшего Союза в горячую точку. И вот сейчас тоже можно вот этот момент использовать, в том числе для того, чтобы как бы военкоров сейчас слушают. Потому что сам больше всего сейчас беспокоит людей это, в общем, то, что происходит. Конечно. Да. И тоже как бы есть как бы шанс зацепиться за это поколение момент, надо да, сейчас и как раз-таки там, где нужна какая-то аналитика, думать. Да. И правдивая информация. Ну да, патриотизм сейчас на подъеме у нас в стране. Да. И вот как раз можно обязательно, вот даже я считаю, что о чем мы сегодня говорим, в какую-то программу внести школьную, там, студенческую тоже, чтобы обязательно молодежь читала, развивалась. Без этого они останутся всего лишь как обслуживающим персоналом. Да, потому что частенько это как будто бы некий ура-патриотизм, а не тот патриотизм, который зиждется на базовых знаниях истории родной страны. 90-е вот те журналисты, которые, это девиз главный, патриотизм, последнее прибежище негодяя. Вот на этом работали. Да. Вот на этом работали поколения, поэтому вот это все впитывало, а сейчас кинулись. Когда всякие левиафаны снимают, всякую дребедень, что все было плохо в этой стране. Чернуха. Да, чернуха, сплошная чернуха. А мы же, молодой человек же воспринимает это как губка, впитывает в себя. Вот мы воспитывались на одних книгах, и у нас, как говорится, чувство любви к родине, вот оно застолблено так, что ничем не вышибешь. А это поколение, наоборот, Россия – это ничтожество, Россия – самая худшая в мире страна, хуже нигде никогда не было. И все, на этом выросло поколение. Говорю, а что нам здесь делать? Там больше платят, дай-ка мы едем туда. Родина там, где тебе сытнее. И сейчас это надо исправлять. Россия всегда отличалась большим количеством революций и потрясений, да? И революция, как мы уже сказали, рождает героев. И вот правильно сказано, и сейчас их очень много у нас появилось и появляется. Ну, к сожалению, в каком-то таком не совсем благоприятном для нации и страны контексте. Но тем не менее, выстраиваются новые ориентиры. Возникает целеполагание у очень многих. Они трезво начинают смотреть, несмотря на жизнь, несмотря на их возраст молодой. И вот это, мне кажется, одним из основных является, чтобы это все совсем скоро опять не смешалось в какую-то такую кучу, скажем грубо, а они видели свой путь, куда дальше двигаться. Военкоры, значит, должны дальше расти, передавать свой опыт. Те, которые стараются, образно говоря, похожими быть на них в профессионализме, чтобы они тоже эти ориентиры не утратили. И, наверное, и наша задача в этом, и задача вообще народа и страны, вот этот новый путь, вот это, назовем обновлением, чтобы оно стало настоящим обновлением. Сейчас, насколько я осведомлен, по решению президента нашей страны, вот очень многие участники специальной военной операции, герои России, которые отличились, их сейчас обучают, их готовят новую элиту.
управленцев готовят. И это очень правильно, потому что человек, который кровью там за свою родину бился, он никогда не пойдет Предавать свою родину. Это очень мудрый подход со стороны главы государства, очень мудрый. Из них сделать элиту. Это, да, правильное решение. И многие из них вошли в кадровый резерв, и многих послали на обучение. Специальное обучение. Центральные вузы России. Мало того, что они состоялись как патриоты, герои настоящие, то есть примеры для подражания, они очень многие сейчас проходят и заканчивают обучение. И совсем скоро мы очень многих увидим. Управленцы, в том числе и в нашей республике. Знаете, как-то за последние 2 года, наверное, большую часть таких, которые, скажем так, на виду, которые из наших земляков, которые проявили себя на СВО, да, я имею в виду на уровне командиров, да, и это и по Росгвардии, и войсковые, в общем-то, и Юра Баев, и Талиб из Росгвардии, который, в общем-то, Нахи, Ирон Лапута, в общем-то, которые отсюда местные, и в том числе врачи. И во время общения, как бы, а мы не делали, знаешь, пролистай там 2 секунды, там посмотри, и ролик там 30 секунд. То есть нормально, обстоятельные, большие материалы, в общем-то. И, в общем-то, люди интересные. Они мало того, что это горнило войны прошли, они рассуждают, они анализируют. Их было приятно слушать. Это к тому, о чем говорил Юрий. Да, тоже. Может быть, во многом благодаря вот этим своим качествам, да, они стали героями, известными людьми. Они вышли вперед. Буквально на прошлой неделе, я забыл этого парня, совершенно замечательного парня, который сейчас на Курской области, командир батальона нашего «Сармат», который в Пятнашке, 25-летний, Че Гевара его позывной, в общем-то. Интервью было у Соловьева его, Соловьев Лайв, да, то есть не в программе на втором канале, на канале РТР, а его личном подкасте. И вот как бы вот 25-летний командир, вот, руководит более старшими бойцами, он из Южной Осетии. И вот он как бы рассудительно, опять же, интересно его было слушать. Там в голове уже там есть. лидеры, война сама лидеров выдвигает, то есть и там просто так, что подчиняться не да, к тому, что к нашей надежде о том, что как в 40-х годах мы получили совершенно замечательнейшее поколение фронтовиков, которые просто, в общем, за короткие сроки построили, из руин подняли страну и сделали ее великой державой. Да. Также есть тут какой-то шанс, в общем-то, это то самое поколение, в общем-то, получить какие-то новые. Вот их встраивая вот в общее развитие страны, и тем более республики, отдельно если брать, вот тогда и будет оздоровление. На разных участках они будут заниматься определенной деятельностью. И как примеры, как образцы, как те столпы, которые вот и совсем молодые, но они уже состоялись. Это очень хороший такой... Это уже лидер, это лидер. У нас появился хороший шанс. Вот мы, если там уже шире возьмем, начали журналистики и закончили уже как журналисты рассуждаем. Да, вот не просто там, а вот именно дух патриотизма сегодня очень такой на высоком подъеме. И страна вот сейчас, как говорится, самоочищается, да, практически вот эти, так сказать, кто на нашем теле были, вот эти пиявки всякие, которые кровососы, да, они, многие из них убежали уже из страны, да, поэтому вот есть шанс сделать опять сильную страну, которая была, в принципе, всегда. И, пена всплывает, и и уносит ее, да. Вот поэтому надо воспользоваться. Ну и, естественно, СМИ как неотъемлемая часть пропаганды любой политики, да, она должна очень активно в этом участвовать. Поэтому я думаю, что наши коллеги только за. И насколько был дальновидный наш президент, когда он затеял вот пригласить этих ребят в будущие управленцы. Да, именно. Образ журналиста будущего. Вот каким вы его видите, какими качествами он должен обладать? Я могу от себя добавить, может быть, это будет не совсем патриотично по отношению к собственному факультету журналистики, но я бы посоветовала молодым людям получать какую-то профессию, а журналистику, как бы параллельно практиковать, развивать, много читать, писать. Это всегда успеется. Но иметь какую-то специальность, которая пригодится в жизни, и, в принципе, потом можно это развить в какую-то колонку, либо какой-то проект отдельный, да? Пожалуйста, от вас. Абсолютно согласен. В свое время нам ставили задачу, чтобы
журналистов обучать вопросам экономики, юриспруденции. Я сказал, говорю, нет, наоборот, из экономистов, юристов легче сделать журналиста грамотного, и он уже знает, обладает той суммой знаний, которая в этой области нужна, и сбросить на бумагу. А журналиста, окончившего журфак, тяжело в экономиста переделать. Абсолютно согласен. А будущее журналистики, оно и настоящее, и прошлое. Высокий профессионализм, порядочность, интеллигентность и образование. Пожалуйста. Ну, смотрите, факультет журналистики в нашем университете появился буквально недавно. Хотя мы знаем, у нас журналистики уже минимум 100 лет, да, поэтому... Помилуйте, батенька, 29 лет. Ну, по Это меркам, да, по меркам, да. недавно, да? Вот наши журналисты, маститы, о которых мы сегодня говорили, они не были журналистами по образованию. Да. Они пришли в эту профессию уже, имея, вот как Юрий Йосифович сказал, уже за свою спину багаж каких-то знаний, образования, где-то поработали, и они почувствовали какую-то потребность свою, и они стали журналистами. Вот поэтому журналистика, конечно, это больше призвание, наверное, нежели... Да, абсолютно согласен. Да. И здесь, конечно, вот этот вы правильно задали, если, конечно... Вот Юрий Васильевич правильно подчеркнул, что вот из специалистов легче сделать журналиста, потому что он уже даже элементарно вот профессиональным слогом обладает, да, нежели, допустим, он будет путаться там в этих формулировках, понятно будет, это уже промах. И сделать вот так лучше, таких журналистов. Компетентность готовить, будет да, тогда. Компетентность, да. Вадим, защиту родного факультета, пожалуйста. Нет, А никто не совершенно обвинял да, факультет. я не согласен с коллегами, ни с Сергеем, ни с Юрой. В общем-то, журфак, на журфак, в общем-то, я пришел туда в 95-м году, а на 5-м курсе уже были, ну, по тем временам уже корифеи. В общем-то, и Алан Диамбеков, и Эльбрус Забиев, Карина Капитан, до нас же тоже. Журналисты что заканчивали? Были выпускники на журфаке очень замечательные, как бы уровня Да, мы не и про Первого это говорим. канала, и... Не- Вадим, мы Речь не про не о это том. говорим, да. Я говорил, что нам была поставлена руководством республики задача журналистов подтянуть в экономике, в юриспруденции. Я сказал, говорю, легче экономистов. Первое, сделать, да. что нужно, на мой взгляд, это, в общем, ввести на журфаке сегодня очень хороший как отбор. Профориентационная, в общем-то, работа, поскольку многие, оканчивая факультет журналистики, журналистикой не занимаются и не собирались заниматься. Многие поступали, много раз там проходил. Второе, я надеюсь, настанут такие времена, когда, в общем-то, Юр, твои слова, которые сказаны уже, в общем-то, которые уже будут обрастать легендой, в общем-то, с трибуны парламента, будут услышаны государственными мужьями. И, в общем-то, если будет потребность хороших, качественных журналистов, поскольку если состоится человек уже в профессии, он уже может дальше куда-то идти, я имею в виду, и поэтому он уходит в журналистике, чтобы, в общем-то, была у него заинтересованность. Вот пришел в журналистику на журфак, значит, это серьезно, значит, надолго, до самой пенсии. А еще на пенсию выйду и еще продолжу там писать под светом настольной лампы. Я как бы на это рассчитываю. И, в общем-то, в журналистике я себя называю, коллеги мои, старовером. В общем-то, и очень рассчитываю, что, в общем-то, печатное слово, тексты будут всегда, будут и в дальнейшем как бы будут воспринимаемы, читаемы. Да, и наше поколение новое научится читать. У меня просто, чтобы уже долго не затягивать, один совершенно такой интересный пример. Как бы в очередной раз я на сына разозлился за то, что он в этом телефоне проводит уже 3-й или 4-й раз. И, в общем-то, беру ему книгу и первую же какую попавшуюся, «Шкапайгонку», то на там Ильф и Петров 12 стульев. Я говорю, читай, замечательное чтиво тебе. А читает, и смотрю, никакой реакции не было. Говорю, ты что? Говорит, мне не понравилось. Я потом говорю с его репетитором, который по русскому языку, но она мне сказала, нашел, что с чего начинать любовь к чтению. То есть немного не то. Потом был как-то момент, когда она ему привила чтение. Да. Ну, на тот момент сейчас 17, да, ровесники, да. На тот момент как бы помладше был, для меня это было удивительно. Вот так вот. И поэтому, наверное, тут То же есть и опять же... крылатых выражений из этой книги Да, они да, не слышали? Пока что нет, но может быть, в общем-то, многое тут будет зависеть и от Крылатые выражения, да, у них педагогов, свои? учителей. Много Учителей. вот Удивительно, чтения. что от папы они не слышали этих Чтение. выражений. Многие как говорят, в интернете есть все, но чтобы из интернета извлечь это все, ты должен понимать, что ты оттуда вытаскиваешь. А для этого нужно вот сюда наполнить.
голову наполнить. Да, я- наполнение. Только вот мы филологический факультет, сколько мы читали, Бог мой. Сколько мы успевали прочитать, потому что экзамен надо сдавать, даже если то, что тебе не было интересно, ты читал запоем, и, как говорится, порой уже человек дурел, грубо говоря. Столько литературы русской классики, осетинской, зарубежной. И в итоге тогда в голове что-то есть, и ты знаешь, что В предложить. любом случае останется. Конечно, ну куда денется? Да, я своему сыну говорю, что... Вы уж простите, что я так часто о себе. А своему сыну говорю, что у меня есть ресурс, который мне позволяет перерабатывать, обрабатывать информацию. Я могу отделять зерна от плевел, а ты еще нет. Вот, бьемся над этим. Спасибо, Вадим. Пожалуйста. Но, наверное, вот как сказали коллеги, наверное, в первую очередь высокий профессионализм, образование. И вот все-таки должны гореть глаза у журналиста. Я так считаю, потому что вот без этого огня вы никогда не выдадите тот контент, который важен для нас, как для зрителя, как для читателя. Поэтому, повторяюсь, образование, высокий профессионализм. Спасибо. Ну, я просто скажу, конечно, журналист должен быть подготовленным, ну, как факт. Это и образование, и культура. Глубоко мотивирован должен быть. И очень важно, чтобы у него был некий багаж. Некий багаж знаний, каких-то в профессии, скажем так, умений. в жизни, чтобы он понимал, что это журналистика, а за окном кабинета там жизнь. И он разбирался в этом. И обязательно он должен быть психологом. И при этом, чтобы глаза горели. Ну, Потому это что... однозначно. Ну вот печатникам, газетчикам это сложнее, конечно, но вот нам, телевизионщикам... вот сложнее, да, вот знаете, как сложнее? Вот вы правильно сказали, да, вот все-таки, кто на телевидении работает, они на виду, да? Да, да. Тут и глаза не спрячешь, тут ничего Да. не спрячешь. А представьте, вот в газете, чтобы читатель, когда прочитал, он увидел горящие глаза Слово. журналиста, да, понимаете, как вот он чувствует, когда Это хороший... ему передалось, да? Что Да, когда материал написан вот от души, вот с огоньком, прям вот его темперамент передается. знаете. Газету невозможно в руках удержать. Да, да, Журналист сам должен быть интересным, да. как личность. момент. Журналист должен сам верить в то, что он пишет. Конечно. Однозначно. Или Конечно. притворяться. Конечно. Быть Когда честным, глаза да. будут гореть. Мы же о доверии как часто вспоминаем сегодня. Ведь человек, чтобы тебе поверил, он должен видеть, что ты сам в это веришь, Конечно. обращаясь к нему там по каким-то, скажем, вопросам. Ну и, конечно же, журналист должен быть мотивирован материально тоже, потому что, на самом деле, сегодня для молодого поколения финансовая составляющая является очень важной. Это в советские времена, там люди на патриотизме, на энтузиазме могли за копейки в своей профессии состояться. Но И то, что 10 рублей получали. Нет, это были не копейки, если уже о зарплате заговорили. нет, даже могли и бесплатно, если что, допустим, Да, да, на энтузиазме. А сегодня, ну, такое поколение, это не хорошо, не плохо, так оно и есть. А вот я почему хочу чуть шире взять, да, материально-техническая база сегодняшних редакций, да, наверное, вот и телевидение тоже, да, масса есть вопросов, которые надо было обновить. Вот у нас, например, очень в плачевном состоянии находится та же самая типография, которая печатает наши газеты, да, она, к сожалению, вот, ну, просто наладан дышит. И качество этой бумаги, качество печати, оно сильно проигрывает нашим соседям по региону. Они печатаются на более качественном оборудовании, там бумага цветная, там краски очень такие насыщенные. Все. Это ведь тоже на сегодняшний день визуальное вот это восприятие, оно имеет важную роль. И когда человек берет просто какую-то там черно-белую бумагу, Тактильность, да, это тоже играет роль. Я уже не говорю про вообще возможности. Если бы, конечно, это было бы, ну, мы не говорим там о каких-то там сумасшедших каких-то там суммах, мы говорим, если бы это было просто в нормальном таком состоянии, то, поверьте, и качество материалов бы, и качество работы было бы совсем другое. И все-таки журналист не должен получать на уровне МРОТ. В 2 раза, как минимум, надо увеличить зарплату журналистам. Потому что это очень маленькая заработная плата для журналиста. Можно я добавлю тоже? Ваши слова, Юра, да, министру финансов в уши, да? Кстати, о зарплате. Вот мы тут говорили, вспоминали времена, когда он, может быть, небольшую зарплату получал, так, по цифрам, да, журналист, но ему хватало, была покупательная способность. Да, он
На сегодня, ну мы опять тут не критикуем, просто констатация факта. На сегодня журналист при всем его мотивированном отношении к работе, ко всей его любви к этой работе, да, страсти, он просто да, понимает, он не выживет да, на эти деньги. Вот в чем вопрос. И именно градус должен быть поднят настолько, чтобы понимать, он не выживет, а его еще призывать к какой-то такой высококлассной уровневой работе, ну насколько его хватит? А там семья, дети, проблемы и жизнь в обществе, тем более в осетинском. Спасибо вам большое, друзья. Мы, мне кажется, сегодня осветили самые важные аспекты нашей с вами работы. Я думаю, те люди, которые нас должны посмотреть, нас непременно увидят и примут к сведению многие ваши тезисы. Спасибо вам большое за такую теплую душевную беседу. Она сегодня случилась в студии Осетия Рештон, и я позволю завершить наш эфир словами Томас Поппарда. Я глубоко убежден, что если вашей целью является изменение мира, журналистика для этого самое действенное и быстрое оружие. Ну что ж, друзья, давайте менять этот мир вместе. До свидания.